Уважаемые дорогие братья, хотелось бы сегодня поговорить о милости Всевышнего Аллаха. Аллах сказал в Коране: «Ва рахмати васиат кулля шай», что моя милость, она объемлет все. То есть милость Всевышнего Аллаха, она настолько объемна, что она может вместить в себя все, что есть. Что же обозначает этот аят? Что же там дает этот аят? Первое. Мы не должны отчаиваться в милости Всевышнего Аллаха. Милость Аллаха, она всегда больше любого твоего греха, который бы ты не совершил. Ибн Раджаб, большой ученый, передает в своей книге, что праведные предшественники, когда они обращались к Аллаху Всевышнему, они говорили вот так: «О Аллах, о милостливый, те грехи, которые мы сделали, воистину они стали настолько большими, что они являются как большими горами, которые достигли облаков, но по сравнению с Твоей милостью, я Аллах, они ничто. Так прости же нас по Своей милости, о Всевышний Аллах». Эти люди, которые поняли, кто такой Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, из-за этого Всевышний Аллах, еще раз делая наставление, говорит в Коране: «Куль я ибадия аллазина асрафу аля анфусихим, لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا». Скажи же моим рабам, которые причиняют вред самим, чтобы они не отчаивались в милости Всевышнего Аллаха. Воистину Аллах тот, который прощает любой грех, любой, который бы не совершил ты. Это милость Всевышнего Аллаха. Тот человек, который грешит, если он вернется к Всевышнему Аллаху, так каково будет удел этого человека? Следующий аят раскрывает нам все это. Он говорит: «Илля ман таба ва амана ва амила салихан, фа улаика юбаддилу Аллаху сайатихим хасанат». Те люди, которые покаялись, уверовали в Аллаха и начали делать праведные деяния, Аллах заменяет ихние грехи на награду. Если у вас были большие грехи с размером гор, в глубиной океан, то только вы покаетесь, Аллах все это заменяет на горы наград и на море наград. Это милость Всевышнего Аллаха, которую Он дал человеку. Имам Ан-Науи говорит, что если человек делает 100 грехов, пусть даже если 1000 грехов, то одно слово, искреннее слово, его тауба, покаяние: прости меня, Аллах. Астагфирука, я Рабб. Я прошу тебя прощения, о мой Всевышний. Прощает ему все. То есть представляете, насколько милостлив Всевышний Аллах. Из-за этого великий ученый Хасан аль-Басри, он говорит: если мне дадут выбор, чтобы кто-то решал мою судьбу, зайду ли я в ад или рай, я бы даже не доверился своей матери, я бы доверил все равно этот выбор Всевышнему Аллаху. Потому что Аллах – это тот, который является милостливым, чем моя мать в отношении ко мне. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в следующем хадисе, просто колоссальный хадис, просто тот смысл, который он кроет в себе. Он начинается вот так. Хадис передает имам аль-Бухари: «Джа'аля Аллаху рахмата мията джуз'a». Аллах сотворил милость и разделил ее на 100 частей. И одну из этих 100 частей Аллах не спаслал на землю. Посредством этой милости мать проявляет милость своим детям. Или же даже у животных, которые тоже проявляют милость друг к другу, мать своим детенышам и так далее. Мы все это видим. Но смотрите, а где остальные 99? Пророк Мухаммад говорит, что остальные 99 Аллах оставил у себя, чтобы встретить
раба, когда он придет со своими грехами, чтобы эти 99 милостей были у Всевышнего Аллаха, и он встретит этой милостью своего раба и простит его. Вот для чего Аллах Субханаху ва Тааля держит вот эти 99 милостей. Но другой хадис, который передает имама Аль-Муслим, он говорит, Аллах не встречает с 99. Аллах встречает камень. 100% милость. Но смотрите, субханаллах, имам Ибн Хаджар Аль-Аскаляни говорит в своей книге Фатху Бари, на комментарии на этот хадис он говорит, это та милость, которую сотворил Всевышний Аллах. А что же ты можешь сказать про ту милость Всевышнего Аллаха, которая не сотворена и которая не имеет кончины и не имеет начала? Представляете? Милость, которая никогда не кончится. Вот что значит вечный рай. Тамамун ни'ма, говорит на арабском, да? Это когда благо достигает своего пика. Из-за этого мы не должны отчаиваться в милости Аллаха. Кайтесь, вернитесь к Всевышнему Аллаху. Каждый из нас ошибается. Ва ахиру да'вана алхамдулиллахи раббил алямин.